Вода есть, но ее как бы и нет. С этим сомнительным ресурсом жители новостроек Альтиева живут уже несколько лет. Вода за каналом идет с перебоями. Причина – сети. Ежегодно власти республики вкладывают средства в улучшение системы водоснабжения. Только по программе «Чистая вода» в Ингушетии построено несколько насосных станций, проложены десятки километров сетей. Но, видимо, этих мер недостаточно. Где-то сети слишком устарели, а где-то не рассчитали трубы или проложили не в том месте, например, в Альтиеве. Водопроводные сети, уже они лет 10-12 лежат, но они не соответствуют ГОСТу. Вместо того, чтобы там проложить 16 атмосфер, в некоторых местах положено 12 атмосфер. Где там положено 12, там проложено 6 атмосфер. От перепада давления трубы лопаются, до людей вода не доходила. Общими усилиями администрации, участка, самого начальника участка и остальных рабочих мы приводили в порядок. Постоянно. Сейчас более-менее к весенне-летнему сезону мы уже подготовились. Сейчас вода пошла, но все равно гарантии нет, что эти трубы не будут лопаться. Потому что они не соответствуют, как они проложили. В других местах, некоторых местах люди сами частным образом проложили, не спрашивая ни водоканала, ни администрации. Там, где положено проложить 40-ку, разводку сделать, они там 32-ю сделали. Давление падает. Технологическое присоединение? Да. Не спрашивай нас, кто хотел, подключался. Поэтому до людей вода не доходит. В итоге из-за такого отношения строителей страдают простые жители. По информации местной администрации, уже было более 80 случаев, когда труба приходила в негодность, появлялись порывы и нужен был ремонт. И в данном случае процесс восстановления водоснабжения усложняет материал, из которого сделан водопровод. Полиэтилен намного сложнее соединить, чем металл. Здесь положены пластиковые эти трубы, а их ремонтировать, их надо полностью, чтобы они, влага ушла, там 3-4 дня надо, потом их надо варить. Они дорогие, по ремонту они очень дорогие. Поэтому эти перебои были. Но сейчас более-менее администрация, начальство, они сейчас более-менее привели в порядок. Ну а в дальнейшем что будет, неизвестно. Не последнюю роль в процессе водоснабжения играют и абоненты. Чтобы подключиться к центральной сети, мало просто приварить трубу. Есть утвержденная процедура. Чтобы совершить врезку в водопровод, нужно в первую очередь получить разрешение у водоканала. После там укажут, как быть дальше. Им должны дать тех условий, какая труба там пролаживается, какую можно, какую нельзя, точку подключения. С ним выезжает сотрудник водоканала, показывает точку подключения. Соответственно, труба там должна быть вот такая. А нас не спрашивают, редко кто спрашивает, очень редко кто спрашивает. Сами подключают. Мы даже не знаем, где кто подключен даже. Вот из-за этого все. Проблемы с водоснабжением у республики обычно возникают в летнее время. При большом потреблении воды жители отдаленных населенных пунктов остаются без ресурса. В основном страдают сельские поселения Малгобекского района и Плиева. Частично решить вопрос с водой поможет реконструкция Альтиевского водозабора. Его обновление проходит в рамках той же программы «Чистая вода». Работы там в самом разгаре. По плану нужно пробурить 10 артезианских скважин, установить несколько насосных станций и проложить около 10 километров сетей. Здесь уже водоканал гарантирует, что трубы будут и нужного диаметра, и качества. Муслим Ганиев, Мухаммед Билакиев, Новости 24.